Здравствуйте. Программа «7 дней» выходит в эфир после отпуска, и я очень рад нашей встрече. Смотрите сегодня. Крайне важно, чтобы формы работы Конгресса соответствовали существующим вызовам. Всемирный конгресс татар в Казани. Пришло время реформ. Какие вопросы обсудили на съезде? Мы забудем о безопасности людей. И мы стараемся. Что-то не видно. Многострадальный УРУСУ. ГРЭС уже история. Индивидуальные газовые котлы. Суровая необходимость. Как идет процесс? Из Казани в Болгар на велосипеде. Как ТНВ и Болгар Радиусы отметили 15-летие родной телерадиокомпании. Начнем мы сегодня, конечно, с 6-го съезда Всемирного конгресса татар, который прошел в Казани. В преддверии съезда было очень много публикаций, которые пытались всячески дискредитировать работу Конгресса татар, опорочить имя его руководителя Рената Закирова. В чем его только не обвиняли. Особо отличились глашатые американского Госдепа с «Радио Свобода», который в последнее время занимается только тем, что пытается хоть каким-то образом создать напряжение в республике. Ну да Аллах с ними, пусть отрабатывают свои 30 серебряников. От врагов и предателей хотя бы знаешь, чего ожидать. Меня больше удивила позиция некоторых представителей татарской элиты внутри России. Есть замечательная поговорка «Татар узин ошар». В буквальном переводе «татары сами себя едят». Лучше не скажешь. Сегодня татарский народ стоит перед вызовами исторического масштаба, требующими консолидации и единых действий всего татарского мира. Это вопросы сохранения языка и культуры в условиях ускоряющейся глобализации, противодействия унитаристским тенденциям в политике федерального центра, защита прав и свобод национальных меньшинств, завоеванных в ходе революции 90-х, создание экономической основы дальнейшего развития татарской нации, укрепление позиций традиционного ислама татар в противовес агрессивному салафизму. Этим и занимался всегда Конгресс татар по большому счету. Хорошо ли, плохо ли, второй вопрос. Есть за что критиковать, безусловно. Говорить, что ничего не делалось, сводить все к сабантуям примитивно и узколобо. Гораздо труднее предложить конкретный план действий в рамках существующего правового поля Российской Федерации. Давно назрела необходимость создания концепции развития татарской нации до 2050 года и далее. Причем в ней должны быть заложены конкретные показатели. Например, количество татарских семей, разговаривающих на татарском языке, татарских школ, мечетей и так далее, а также механизмы объективного контроля динамики этих процессов. Еще один важный момент. Некоторые представители татар, проживающих за пределами республики, сводят свою работу к бесконечным требованиям к центру. Казань должна сделать то, Казань должна сделать это. Может, давайте сделаем сначала все возможное на местах. Создадим фонды по поддержке татарских семей, купим интерактивную доску «Татарский класс», поможем конкретному учителю или воспитателю детского сада, откроем возможности обучения детям из малообеспеченных семей, соберем базу данных проблем татарских деревень и попробуем их решить на местном уровне через областные законодательные и исполнительные органы власти. Вариантов приложения сил масса, было бы желание. А вместо этого в некоторых регионах многочисленные татарские общественные организации занимаются только выяснением, кто из них главней, вместо того, чтобы решать конкретные проблемы своего народа. Выступая на съезде, президент Татарстана Рустам Минниханов особо подчеркнул: судьба татарского народа в наших с вами руках. Эльзира Юзаева подробнее о том, как в Казани вершились великие дела, имеющие значение для татар всего мира. Находящийся в северо-восточном направлении от татарского культурного центра Казани Тюльчинский район по праву можно было бы назвать татарским. Население здесь 14 тысяч человек, из них 88% это татары. Более точную цифру можно будет назвать только в 2020 году, когда в России пройдет перепись населения. Кстати, на эту переписную кампанию многие народы, в том числе и татарские, возлагают большие надежды, потому как с каждым годом все сложнее народам сохранять свою национальную идентичность. Татарскому народу, казалось бы, грех жаловаться. Вторые по численности населения в России проживает более 5 миллионов татар. Национальные традиции и обычаи народ помнит и чтит. К примеру тому служит и вот такой масштабный для сравнительно небольшого Тюльчинского района праздник Сабантуй в конце летнего сезона.
Но одно дело, когда в стране небольшое этническое сообщество во главе со своей малой родиной поддерживает и подпитывает диаспору, и другое, когда народ живет на своей законной территории, а вот подпитываться ему как бы негде. Siz borçlusunuz indi bu күренешкә. Нишләп борчылмаска? Үз авылыңда синең белән здравствуй дип киткәч, күңелле хәл түгел бит инде. Ни хәлләрең бар бабай дип битсә икенче бит инде. Татарский язык в плохом положении. Можно сказать, мы находимся перед лингвистической катастрофой, и надо из этого состояния выходить. Возможно, это мнение чисто субъективное. Кому-то слова известного историка Дамира Исхакова и вовсе могут показаться уже излишне преувеличенными. Но глобализация не щадит никого, ни малых народов, ни больших. Татарский язык, по мнению многих экспертов, сегодня находится не в лучшем социальном положении. Все реже приносит пользу в быту. И все реже применяется носителями языка. Давление со стороны престижных языков с каждым годом ощущается все сильнее. Коренные татары, не зная своего родного языка, после русского вторым по важности выбирают английский, французский, арабский и даже китайский, но отнюдь не татарский. Мы должны понять, что язык – это наше богатство, не только, так скажем, духовно-культурное, но это... Я бы так сказал, даже это какой-то базис для того, чтобы мы познавали культуру, чтобы мы росли. Потому что один язык хорошо, два языка лучше ведь. В многонациональной России на изучение родного языка никакого официального запрета нет. Работают советы, ассамблеи, принимаются стратегии, программы, но факт остается фактом. Коренные народы сегодня поставлены в такие условия, живут в таком микроклимате, при котором развитие языка не предполагается. Ясалма рәвештә төрле кысулар нәтиҗәсендә илдәге күпме мәктәпләр миллилеген югалтты. Булардан беренче чиратта туган телебез зыян күрә. Хәтта инде татар авылларында да туган телдә укыту елдан-ел кыскартылып бара. По словам председателя исполкома Всемирного конгресса татар Рената Закирова, в Татарстане из 173 тысяч детей татарской национальности 100 тысяч обучаются исключительно на русском языке. Речь идет даже о татароязычных районах, где родители намеренно, в ясном уме и твердой памяти отдают своих детей в русские классы, чтобы те, в свою очередь, смогли якобы успешно сдать выпускные экзамены на русском. Эгер дә үзебез семьябызда татар теле белән сөйләшергә микән, нәрсә булыр микән дип шундый уят төшәбез икән, шундый шөбһә төшәбез икән, ул чагында нәрсә турында безгә сөйләшергә кала? Семьядан башларга, балалар бакчасыннан башларга. Аннан болай инде менә карала торган безнең туган телебезне бүген сәгатьләр белән беркем кысу юк, нитү юк. Менә тагын бер кат карадык. Шуңа күрә үзебездән тора мәсьәлә. Үзебездән, бездән татарлардан тора татар теле турында сүз барганда. Вот, к примеру, казалось бы, обычная семья Мингазовых из деревни Средние Курса Арского района. Но эта семья была выбрана в качестве положительного примера для того, чтобы зарубежным гостям показать, как на деле реализуется национальная политика республики. Все дети Мингазовых превосходно владеют двумя государственными языками – и русским, и татарским. Крепкие семейные традиции и преемственность поколений здесь ценятся превыше всего. Суфия Ханым родилась в Китае, выросла в Австралии, никогда не жила на своей исторической родине. Но любовь к языку ей привили ее родители. Говорит, что любит татарский язык всей душой, восхищается его мелодичностью и благозвучием. Şunun içinde Tatar dili saflığı, farklılığı, edebiyatı, baylığı bilen 14. orunda durar. Многие из этих людей, как мы говорим, наших соотечественников, не знают по-русски вовсе. Они прекрасно владеют иностранными языками и, конечно же, своим родным татарским языком. И у каждого из них свой рецепт долголетия для татарского языка. Parlament, gelme, yukarı sayıyor. Anda Tatarça söyler getirişler. Andakılar bizning jitekçilerimiz Tatarca söylese, halk onun artıından yerir. Yok ise su sibip yine çiçekini üstüne almamız. Девиз Европы – единство в многообразии. Народ, который потерял свой язык, не знает свои традиции и обычаи, он не интересен в Европе. А тот, кто знает свою традицию, культуру, свой язык, он интересен.
Мы бы и не знали, как живется нашим соотечественникам за рубежом. Мы не смогли бы прислушаться к их мнению и не знали бы эту их позицию. Ведь со стороны, как говорится, виднее. За прошедшие 25 лет Всемирный конгресс татар стал связующей нитью между татарами всего мира. Они стали к нам ближе, они стали нам понятнее и роднее. Потому сегодня в новых условиях так важно сохранить и приумножить все то, что было создано годами. Крайне важно, чтобы формы работы Конгресса соответствовали существующим вызовам, учитывали многообразный опыт всех организаций, входящих в Конгресс. Высоко оценивая роль исполнительного комитета, следует больше внимания уделить формированию широкого представительного органа, который включал бы наиболее видных и авторитетных деятелей татарских организаций. На 6-м съезде было принято решение о реформировании Всемирного конгресса татар. Новый орган Милли Шура, Национальный совет, займется формированием стратегии развития конгресса татар. Его возглавил вице-премьер правительства Татарстана Василь Шейхразиев. Его замом стал Ринат Закиров, который при этом остался руководителем исполкома конгресса. Появится некий контроль над работой исполкома Всемирного конгресса, оперативный контроль, потому что это не радует. Например, сегодня где-то звучит положительная оценка, где-то звучит критика исполкома. Но не надо ждать 5 лет, чтобы поправить как-то ситуацию. Совет с этой ролью будет справляться лучше. Для любого народа самое страшное – это потерять свою национальную идентичность и кануть в вечность, потерять связь с миром и исчезнуть навсегда. Татары не раз стояли на пороге лингвистической катастрофы, но им удалось выжить и сохранить свой язык таким, чтобы каждый татарин, даже спустя века, смог отчетливо сказать «Мин татарща сөйлешем». Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. На съезде Всемирного конгресса татар, в выступлениях президента Татарстана, делегатов была несколько раз подчеркнута роль телерадиокомпании ТНВ в сохранении языка и национальных традиций, консолидации татарского народа. Вот что сказал наш выдающийся соотечественник, ученый с мировым именем, директор Института астрофизики общества Макса Планка Рашид Сюняев. Когда мне очень грустно, я включаю, смотрю какие-нибудь старые спектакли театра имени Камала по ТНВ. Это очень важно, что республика создала этот канал и что он работает. Может быть, он не самый лучший, но он работает. И очень здорово, что даже вот эти мультфильмы, которые уже готовы, они сейчас, они переведены на татарский, и дети могут их слышать, где бы они ни были. Энвер Алмаев, председатель ревизионной комиссии исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Астраханской областной общественной организации Общества татарской национальной культуры «Дуслык» подчеркнул. Казан Татарстан Республикасы яраткан татар халкы турында мәгълүматлы беренчеләрдән булып Татарстан яңа гасыр телерадиокомпаниясе аша беләбез. Татар тормышын, язмышын күзәтеп, шатлыклы вакыйгаларны уртаклашыбыз, сөенәбез. Балаларыбыз татар телендә тапшыруны карап, туган теле өйрәнә, белә. Берсеннән берсе кызыклы, файдалы, яхшы тапшырулар оештырып, телне саклауда һәм үстерүдә зур өлеш керткәнегез өчен рәхмәт сезгә, Илшат Юнус улы Аминов. Татарстан яңа гасыр каналына уңышлар телибез. В своем выступлении государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев особо выделил канал ТНВ «Планета». Вот цитата. «Хочу отметить работу сотрудников телеканала ТНВ «Планета», начавшего вещать 5 лет тому назад, в 2012 году. Телеканал создает общее для всех татар информационное пространство, сближает нас друг с другом. Его большой вклад в сохранение и развитие татарского языка и культуры достоин высокой похвалы». Конечно, столь высокая оценка Минтимира Шаймиева налагает на всех сотрудников нашей телерадиокомпании огромную ответственность. И мы это понимаем. Чем еще запомнится этот исторический съезд? Был у этого форума и важнейший политический подтекст. Речь о судьбе договора о разграничении предметоведения и полномочий между органами государственной власти России и Республики Татарстан.
Историческая справка. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин. И действовал он в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом Российской Федерации, имеющим такой договор с Россией. Официальные лица республики неоднократно заявляли о желании сохранить договорные отношения, отмечая, что новых полномочий регион не запрашивает. Однако Москва поставила вопрос договора, что называется, на паузу. Государственный советник Татарстана, первый президент республики Минтимир Шаймиев в очередной раз озвучил позицию всего татарского народа на съезде Всемирного конгресса татар. Вот что он сказал. Мен айтыр едім, бұл елінің язмышын хал етті. Рәсей Федерациясының язмышын хал етті. Мұны мен генә әйтмеймін, мұны сіз генә әйтмейсіз. Мұны бүгін әйтелер дәүләт җитәкчеләре дә, галимнәр әйтелер, сәясәтчеләр. Ул шуны да шулай. Вакыт үзгән саен моның әһәмияте тагын да арта бара. Менә кайчагында әйтәбез бит инде, кайбер төбәкләрдә ризасызлык белдерәләр, әйтәләр, менә Татарстанның шушындый караш, менә ул файдалана дип. 2007 елгы шартнамада хукукый мәсьәләләрдән башка икътисади мәсьәләләр юк. Безгә хәзерге вакытта федераль үзәк белән утырып, аның вәкилләре белән утырып, Казанда булсынмы, Мәскәүдә булсынмы, менә бу гади булмаган, тагын бер кыт әйтәм. Гаять катлаулы хукукый мәсьәләләрне ике конституциядә тәңгел килми торган хукукый мәсьәләләрне уртага салып сөйләшергә кирәк. Менә шушы ачыклыкны кертү хәзер зарур дип әйтер идем. Президентыбыз бу мәсьәләләрдә хәзерге вакытта фикер алышулар алып бара. Минем уйлавым буенча, бу мәсьәләләр белән тотынырбыз, уртак тел табарбыз дип. Делегаты 6-го съезда Всемирного конгресса татар в резолюции съезда отметили позитивную роль договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Татарстана в развитии республики и страны в целом. И поддержали обращение нашего парламента о сохранении должности президента Татарстана. Ринат Ахмедзянов продолжит тему. Договор с Россией не самоцель, а основа для дальнейшего развития и процветания Татарстана, сохранения единства народа, развития языка, культуры. Таков основной лейтмотив оценок этого документа делегатами съезда. Татарстан заслужил тот политический имидж, которым обладает, и достоин занимать особое место в Российской Федерации, считают в регионах. Договор для Татарстана необходим, он доказал свою жизнеспособность, предыдущий договор доказал свою жизнеспособность. Да, можно говорить о его содержательности. Поэтому сегодня, если мы хотим, чтобы Россия была демократической страной и что она является федерацией, тогда Москва должна сказать «да» договору. Татарстан – это уникальный регион, уникальная республика. Потому что ведь кто бы ни приезжал в нашу великую Россию, так они ведь именно удивляются, восхищаются тем, что делается в Татарстане. И по национальным вопросам, и по развитию, и по инновациям, по всем вопросам. То есть в этом смысле ведь Татарстан является родиной татар, всех проживающих по всему миру. Мы все это признаем. Благодаря этому договору, например, Татарстан помогает очень при подготовке кадров, книг, учебных пособий, сохранении языка и так далее, культуры, высокой культуры. Без этого нельзя. Руководство страны может считаться с мнением официального Татарстана, а может не считаться. Но выслушать точку зрения представителей 73 регионов России из 41 зарубежной страны, делегатов и гостей Конгресса, все же придется, что называется, наболело. Я живу в Федеративной Республике Германии.
Республика федеративная, это значит, что каждая федеральная земля фактически это самостийное государство в определенной степени. Скажем, та же Бавария или та же Саксония, они не просто называют себя федеральная земля, а свободная земля. Поэтому это ни в коем случае не ущемляет прав самой Германии. Напротив, сильная земля – это сильное государство. Каждый самостоятельный регион – это сила России. Чем больше таких самостоятельных регионов будет, тем крепче будет государство. В Америке штаты имеют стопроцентный контроль на своих юридических вопросах. Если можно получить больше независимости, то это гораздо будет удобнее для Татарстана. Но сколько независимости федеральное государство от Татарстана, это трудный вопрос. Естественно, мы развитие Татарстана видим только в составе Российской Федерации. И я считаю, что минимально на таких же условиях договор должен быть перезаключен. Татарстан имеет право на это, потому что мы своим трудом, своим умом доказали, что мы можем и жить лучше. Пускай с нас берут пример другие субъекты. В дружбе, в сотрудничестве мы должны развиваться вместе. Быть или не быть договору подписанным? Или Татарстану самостоятельно продолжать нести бремя величия в звании центра притяжения столицы татарского мира? Ответ на вопрос более беспокоит экспертов, политологов, ученых. Конституционная коллизия возникает, потому что мы фактически с Российской Федерацией объединены только на основе этого договора. Если договор будет ликвидирован, возникает проблема, каким образом взаимовязать Российскую Федерацию и Татарстан на основе существующих российских законов. Три варианта, если уж назовем условно, прописки субъектов в составе Российской Федерации. Конституция России, федеративный договор и иные договора. Мы остались вне Российской Конституции и вне федеративного договора. Татарстан его не подписал. Сделать договор срочным, это значит нахождение Татарстана в составе России тоже самое срочное. На 10 лет. На 10 лет. Значит, после 10 лет мы уже не в составе России. Мы, значит, как или бомжи, или просто незаконно, как без прописки живущие в составе России. Мы-то требуем прописки. Есть ли хоть один аргумент о том, почему России нужен такой договор, а не Татарстану? Безусловно, такие аргументы есть. Но, во-первых, значит, татары как нация – это государствообразующий элемент. Собственно, Россия, наверное, строится на единстве, да, славянского и тюркского компонентов. И это аргумент достаточно весомый, потому что есть, соответственно, русские, составляющие большинство, есть татары, вторая по численности группа, и, собственно, они образуют вот это вот государство, которое мы называем Россией или Российской Федерацией. Но здесь, наверное, те, кто является сторонником унитаризма, будут говорить о том, что возможны и другие формы взаимоотношений, кроме, скажем, договорных. Вопрос о договоре, я не думаю, что будет забыт, он будет постоянно подниматься. Представим ситуацию, что не произошло то, что по логике должно произойти, не подписан. Если договор не будет подписан, это будет плевок в лицо татарского народа. Так как мы имеем очень большой вклад в формирование России как государства, и поэтому вот такое отношение отрицательное, конечно, татарами воспримется сугубо с точки зрения непризнания прав народа в этой стране. Не всем очевидно, Россия может существовать только как федеративное государство из-за своего культурного и этнического многообразия. И поэтому договорные отношения – это есть фактически сохранение федеративного устройства Российской Федерации. Я думаю, что без таких отношений в России перспектив исторических нет. Ренат Ахметзянов, Роман Безменов, Хамид Шамсеев. 7 дней. В эти дни я читал много публикаций о нашем договоре. Кто-то плачет, договора нет, все пропало. Кто-то злорадствует, кончился суверенитет Татарстана. Не надо истерик. Суверенитет, он, как известно, в сердце каждого татарина и бесконечен в историческом периоде. Все течет, все будет меняться. Что касается договора, он больше нужен не Татарстану, а Российской Федерации, потому что выполняет функцию разграничения полномочий и ответственности. Понятно, в эпоху кризиса, международных санкций страна находится практически на ручном управлении. Но так не будет продолжаться вечно. На ручном управлении, как известно, далеко не уедешь. Невозможно из Москвы уследить за всем в этой огромной стране.
В рамках федерации полномочия неизбежно будут передаваться в регионы, иначе просто не получится. А значит, у нашего договора, который заложил основы Российской Федерации в самые трудные 90-е годы, появится новое содержание, для кристаллизации которого нужно время и, прежде всего, стабилизация обстановки как внутри страны, так и за ее пределами. Не будем торопиться, федеральному центру есть над чем подумать. Тем более, и это важно, нас услышали. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков так и сказал: Кремль сформулирует позицию о судьбе договора с Татарстаном. Еще раз подчеркну, для Казани договор – это вовсе не фиксация особого статуса региона, выбивание для себя из федерального центра дополнительных привилегий. Главный вопрос – разделение ответственности и полномочий. Мы не хотим сваливать на центр все свои проблемы. Мы хотим видеть такой же конструктивный подход из Москвы. Ведь договор, помимо всего прочего, важный фундамент, основа для развития истинного федерализма в стране. Возможно, у зрителей возникнут вопросы, где примеры ответственной позиции Татарстана. Их более чем достаточно, но возьмем самый свежий случай. Урусинская ГРЭС. Мы подробно рассказывали в нашей программе об этой проблеме. Федерального, кстати, свойства, который Татарстан решает героическими усилиями. Итак, Урусу, центр Ютазинского района. 3 месяца назад поселок остался без работавшей 40-х годов прошлого века ГРЭС. Она обанкротилась и была закрыта 1 мая этого года. Поселок таким образом остался без тепла и горячей воды. Выход был найден. Это двухконтурные котлы. Потенциально ими мог быть оборудован весь поселок уже сейчас, поскольку работа эта началась еще в прошлом году. Но на деле некоторые жители многоквартирных домов по-прежнему не хотят понимать очевидных вещей. Другого решения проблемы просто не существует. Михаил Любимов продолжит. Тишина. Вот только здесь, в этом месте, начинаешь понимать значение этого выражения. Зловещая, звенящая тишина. Урусинская ГРЭС. Жизнь после людей. 3 месяца спустя. Безмолвие. Сегодня это фактически кладбище. Саркофаг, в котором покоятся останки огромного древнего мастодонта. Произведение промышленного искусства середины 20 века. И даже это не навсегда. И что? Вот на этом история заканчивается? Не совсем. Закончилась история ГРЭС, но не закончилась история после ГРЭС. И вот тут уже каждый знаток и каждый летописец. Как говорят, уже самой истории на знатоков не хватает. Произносится масса серьезных, интересных, остроумных речей, но до развязки, до долгожданной развязки дело так и не доходит. В поселке под Казанью переход на индивидуальное отопление обернулось нешуточным скандалом. Слуги народа обязали всех обзавестись индивидуальными котлами. Ну а тех, кто отказывается, пугают увольнением или угрозой отобрать детей. Под Казанью есть множество маленьких поселков. Поселка Урусу среди них нет и быть не может. До него по диагонали от Казани с самого северо-запада республики до самого юго-востока 5 часов езды на машине. По такой логике Берлин – это город под Прагой. Телезрителю вся эта география, конечно, не важна. Важна затравка. Слуги народа обязывают, заставляют людей устанавливать эти злополучные котлы. Как будто спасение замерзающих – это дело рук их самих. А таковых в Урусу по-прежнему немало. Есть жители, которые, скажем так, чего-то ждут и до последнего тянут. То есть они не говорят, что они будут делать сами, они не говорят, что мы будем им делать. Они говорят, вот сентябрь придет, мы посмотрим, подумаем, делайте он соседям. Что, живут без горячей воды? Живут. Летом? Ну, летом. Это их выбор. А у нас в квартире газ, а у нас наоборот. Вот. Так какие мотивы у тех, что в выжидательной оппозиции? Первое – страх. Все вымышленное тревожит сильнее.
С индивидуальными котлами дела люди еще не имели. Государство же ждать уже не может. Сроки вышли. Идут суды. Оставшихся в меньшинстве обязывают подчиниться мнению большинства того или иного дома по жилищному кодексу. Это помогает, но не сразу и не повсеместно. Ну, то есть у вас теперь вообще ведь никакого выбора? Нет выбора. Вот не знаем, что делать. Нет выбора и не знаете, что и делать? Не знаем, что делать. Ну, наверное, на электрических придется останавливаться, потому что... все-таки ни в какую не будете? Ну, двухконтурный нет, потому что мы его боимся. Но это тихая паника, а есть и погромче. Вот пусть сначала восстановят, сделают коллективные дымоходы, исходя двухконтурные котлы поставить, а потом ставят котлы безопасные. Так можно до зимы протянуть. Но чьи проблемы-то? Газовики работают в поселке под ежедневным градом критики. Критики настолько дотошной, требующей такого погружения в тематику, что просто поневоле проникнешься уважением к законопослушным гражданам. От окна вверх-вниз 60, а у нас посередине окна идет дымотвод. От окна сбоку 40 сантиметров, у нас тут даже 10 сантиметров. То есть весь дым будет заходить в окно. Все эти правила относятся к строящимся зданиям, а не к существующим. Значит, нормативы все же не нарушены. Но звучит-то убедительно, правда? И это искренняя позиция, сформировавшаяся, конечно, не сегодня. Вы такие грамотные. А вы еще грамотнее, я гляжу. Мы стараемся, мы заботимся о безопасности людей. И мы стараемся. Да, что-то не видно. Под всеми этими документами стоит моя подпись, стоит его подпись. И если что-то случится, меня первого найдут, его найдут. Дело в том, что когда все начиналось, те люди, которые не хотели, чтобы мы выполняли работу, говорили, вообще недопустимо. Сейчас эти люди говорят, ради бога, делайте, только вот это соблюдайте, это соблюдайте, это соблюдайте. Я не исключаю, что осенью будут говорить, что я написал уже давно заявление, а мне до сих пор не сделали. Ну а теперь гвоздь программы, или даже программ на федеральных каналах. Уведомление комиссии по делам несовершеннолетних Ютазинского района, разосланное десяткам семей с несовершеннолетними детьми. Нам известно, что на сегодняшний день вы отказываетесь от установки в своей квартире индивидуального газового отопления. Ваши дети могут оказаться в опасной для жизни ситуации. Согласно Семейному кодексу, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей. Отобрать ребенка у родителей. Вот такая страшная формулировка, надо сказать. Мы понимаем, какие она породила слухи. Вы что имели в виду? Мы ни в коем случае не хотели отобрать детей, а напомнить родителям, что они несут ответственность за условия в квартире, в которой проживают дети. Ну, вы, надо полагать, действовали по указанию прокуратуры, я так понимаю? Да, мы получили представление прокуратуры. На основании данного представления... Прокуратура попросила вас проследить. Проследить. Мы несовершеннолетнего ребенка в холодной квартире, естественно, не оставим. Только об этом идет речь. Это вырвали из контекста строки Семейного кодекса, и это муссирует. Я считаю, это не совсем корректно. Слишком ли жестко по отношению к уклонистам действуют районные власти, или, может, они действуют недостаточно жестко, учитывая обстоятельства, решать зрителю? Да, в Уруссу слышны взрывы. Но это взрывы эмоций. В социальных сетях уже даже опубликован опрос о разводе района с Татарстаном и его браке, видимо, по расчету, с Башкортостаном. Среди тех, кто посещает подобные сайты, процент выкрикивающих «горько», как видите, немал. Это не является массовым. Практически 92% населения изъявили желание установить двухконтурные котлы, и мы работаем в этом ключе. А куда, например, там инициаторы этой затеи собрались, они могут переехать в любой район страны, в любой город страны. У нас свободное общество, демократичное, где хотят, пусть там живут. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы.
Казани в Болгар на велосипеде. Как ТНВ и Болгар Радиусы отметили 15-летие родной телерадиокомпании. В четверг Рустам Минниханов вручил председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаммедшину высшую общественную награду татарского народа орден Герой нации. Церемония прошла в рамках пленарного заседания 6-го съезда Всемирного конгресса татар. В пятницу в Казанском Кремле государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял делегацию татар Астраханской области. Гости из Астрахани поделились впечатлениями о 6-м съезде Всемирного конгресса татар. Минтимер Шаймиев представил гостям итоги 7-летней деятельности Фонда Возрождения по сохранению историко-культурного наследия. В субботу исполняющий обязанности президента Татарстана Алексей Песошин в режиме видеоконференц-связи провел совещание со всеми районами республики. По итогам первого полугодия 2017 года Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объему введенного жилья. В республике введено 1 321 000 квадратных метров жилья. Во второй части нашей программы нам бы хотелось поднять вам настроение. Тем более, что месяц август дает для этого массу поводов. К примеру, в Елабуге в конце недели с размахом прошла традиционная всероссийская Спасская ярмарка. К слову, 10-я по счету. На ярмарку прибыли более 900 мастеров декоративно-прикладного искусства из 170 городов и поселений России, Белоруссии, Украины, Литвы и Узбекистана. По традиции, настоящим украшением ярмарки стали выступления артистов и фольклорных коллективов. А среди новинок юбилейной Спасской ярмарки улица музеев республики и фестиваль родовых поместий России, а также фестиваль водных фонариков. Наши корреспонденты расскажут подробнее. 10-я юбилейная Спасская ярмарка в Елабуге. И ваш покорный слуга должен признаться вам, что ровно 9 раз до этого он не посещал никогда эту самую Спасскую ярмарку. Более того, я целенаправленно не стал узнавать ничего о том, что будет здесь происходить сегодня, хотя это принято в наших журналистских кругах, как вы понимаете, чтобы сохранить, так сказать, свежесть, живость впечатлений. Поэтому я не знаю, сколько здесь мастеров, я не знаю, сколько здесь стран, регионов России. Одно я знаю точно, их много. Вон их сколько. И это будет целое приключение. Относительно ярмарки до сегодняшнего дня мне было известно лишь происхождение самого слова «ярмарка». Ярмарка, как можно догадаться, с немецкого это «ярмаркт», маркет, ежегодный рынок. Но есть все же разница между рынком и ярмаркой. Рынок – это просто купи-продай. Мы же с вами присутствуем на фактически большом экономическом форуме, каким он и был столетия назад и каким он дошел до наших дней. Здесь, конечно, тоже можно что-то купить, что-то продать, но только здесь можно, например, своровать какую-нибудь идейку или, например, обрасти какими-то связями, заключить выгодные контракты, отрекламировать, наконец, себя. Ну и, наконец, только здесь можно увидеть то, что не увидишь больше нигде и никогда. Например, вот это. Это, чтобы вы понимали, копилка. А вы приехали из Владимира и не первый раз, говорите, да? Да, мы уже 5-й раз сюда Что, приезжаем. у вас нет ярмарок там в Владимире? Есть, но нам очень нравится ваша природа здесь. Люди очень активно посещают, с нами разговаривают, беседуют. Слушайте, но ведь это звук, который к нам через тысячелетия дошел, наверное, да? Ну, наверное, да. Налетай, не скупись, покупай живопись. Наталья, вы тоже издалека, да? Да, я приехала из Перми. Боже ты мой, это сколько километров? И каждый раз приезжаете сюда? Нет, я первый раз. Меня позвали друзья, да. Жила-была избушка на курьих ножках. Однажды мимо шло то, не знаю что. Подходит к избушке и говорит: избушка, избушка, повернись к лесу задом ко мне перед. Избушка повернулась, сделали не то, не знаю что. И через 9 месяцев родилось у них вот такое чудо. Ой, тут пип-пип, что? Да. И отправила ее в странствие искать себе
место, где бы ей было хорошо. Вот она вот сюда приехала в вашу Елабугу и ждет, кто же ее купит-то? Слушайте, вы сначала легенду придумываете, потом воплощаете, ну или как? Нет, всегда как бы оно само собой все вместе. Я думаю, если на ваши игрушки смотреть по 24 часа в сутки, как вы на них смотрите, еще не то родиться-то через 9 месяцев. Всяко кто не знает, что точно. Вот как вы думаете, что это? Ну, наверное, вы догадываетесь, что это не настоящая рыба. А это ведь подушка. И это теперь не просто подушка, потому что это абсолютная абстракция. Две совершенно несовместимые вещи, два совершенно несовместимых понятия. И сразу же они превращаются в произведение искусства. И вот так все здесь абсолютно. Здесь все произведение искусства, все дизайнерское, все новое и интересное. Вот что еще можно на ярмарке? На ярмарке можно съесть то, что есть нельзя. Потому что вот это есть нельзя. Это преступление. Хотя это съедобная штука, да? Да, все съедобное, конечно, но им можно немножко полюбоваться и потом съесть. Отличие пряников вообще, вот если свежий сухарик никогда не превратишь в свежую булочку, да, то пряник можно реанимировать. У них, благодаря наличию меда и специй, у них срок годности до 1,5 лет. Птица сирен и петух, такие традиционные русские символы, которые используются везде на самом деле. И в резьбе, и в росписи, и в пряниках тоже. Слушайте, я заметил, о чем не идет речь, о свистульках, о пряниках, о куклах. Всегда какой-то скрытый, серьезный, какой-то прям глубинный смысл вообще. Ну, потому что любая народная культура, любая, будь то одежда, действительно, свистульки, роспись, это все идет из глубины веков, все идет из, возможно, из сказок, из былин, а может быть, из правды. Мы сохранить хотим истоки родной земли, ее красы. Проходим жизнь уроки, учась у предков мудрости. Киприйский чай мы собираем и вместе пироги печем. Вас тоже чаем угощаем и песни вам еще споем. Мы хороводы водим дружно, живем вместе на селе. И все, что человеку нужно, берем у матушки земле. Ну что, надо делать вывод. А вывод очень простой. Жизнь прекрасна. Жизнь многообразна. И никаких ярмарок на нее не хватит. Так пусть они проходят хотя бы раз в году. И, конечно, не какой-то небольшой экономический форум, как мне казалось в начале, это немножко о другом. Это о тех самых скрепах, о которых нынче так много говорят. Это о том, что мы все вместе, мы все рядом, мы разные, но мы очень похожи. И мы значительно ближе друг к другу, чем кажемся на самом деле. Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Для нашей телерадиокомпании август тоже особый месяц. Мы вместе со всей республикой отмечаем день рождения современного Татарстана и телерадиокомпании «Новый век». Этот двойной праздник мы по традиции отмечаем велоэстафетой «Казань-Болгар», в которую в этот раз вместе с сотрудниками ТНВ и Болгар-радиуса отправились еще и наши друзья-артисты, звезды татарской эстрады. Все подробности у Тимура Бекмурзина. На часах под Кремлем в Казани без четверти 5. Для участников веломарафона «Казань-Болгар» это означает готовность номер 1. Остаются последние приготовления, напутственные слова от руководства телерадиокомпании «Новый век», главного идейного вдохновителя и организатора велопробега, и еще одна неизменная традиция – возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю. Великий Болгар вместе с ТНВ и Болгар-радиуса. Этот веломарафон правильно считать велоэстафетой, потому как весь путь от Казанского Кремля до Болгара пройдут лишь единицы, и об этих железных, без всякого преувеличения, людях мы еще расскажем подробно. Большинство участников велоэстафеты пройдут свою часть трассы, а это, между прочим, почти 200 километров, передавая заветный золотой микрофон Болгар-радиуса как своеобразную эстафетную палочку. Между нынешней столицей Татарстана Казанью и столицей древней Великим Болгаром 19 этапов. И на каждом остановка, даже не столько для того, чтобы перевести дух, отдохнуть, а больше для общения с жителями, с телезрителями канала «Новый век» и слушателями Болгар-радиуса, и, конечно, с поклонниками звезд татарской эстрады. Особенность велопробега этого года в том, что компанию сотрудникам ТНВ и Болгар-радиуса составили наши популярные артисты.
На въезде на территорию Спасского района участников велоэстафеты ждал особо теплый прием. Многих звезд татарской эстрады и популярных ведущих ТНВ местные жители знают по телепередачам и видеоклипам. Диджеев Болгар Радиуса узнают по голосам. И как же приятно познакомиться со своими вроде как такими недосягаемыми, а в реальности родными и близкими кумирами воочию. На перекрестке Ким-Антоновка, что в том же Спасском районе, жители деревни Никольская в предвкушении приятной и волнующей встречи. Маленькие любители велосипеда и активного образа жизни, видимо, в силу юного возраста, я на велосипеде 4 лет. Еще не знают всех артистов и телеведущих по именам, но от этого их интерес к велопробегу, который заехал к ним в гости, только усиливается. Они говорят, а кто же там поедет? Я говорю, пойдемте, посмотрим. И сами увидите. Настало время познакомить вас с людьми, спортивные достижения и физические возможности которых стали откровением, в том числе и для меня. Заместитель генерального директора ТРК «Новый век» Данил Гениатов. Просто супергерой и суперпример для всех сотрудников компании. Посвящает свои спортивные достижения в этом году, а вы только оцените их, 15-летию родной телерадиокомпании. И марафон лыжный 50 километров был, и казанский марафон 42 километра, и тукайский марафон 24 километра, и вот очередной марафон Казань-Булгары 200 километров велогонка, еще предстоит триатлон 26 августа. Трасса непростая, признается Данил, с многочисленными подъемами и встречным ветром. Но в этот раз преодолеть испытания было легче. Ведь компанию нашему коллеге составил сам Виль Усманов, популярнейший татарский певец и композитор, и, как выяснилось, не только борец, но и настоящий гонщик. Я бы сказал, что благодаря ему я доехал, потому что он все время был впереди. И как бы темп он держал, я старался не отставать. А это, знакомьтесь, Ильгиз Сафин, обычный пенсионер из города Нурлат. Ради такого праздника, организованного ТНВ и Болгар Радиуса, он совершил, я считаю, настоящий спортивный подвиг. Чтобы вовремя приехать в Болгар, в конечный пункт велопробега, он из своего Нурлата на велосипеде тронулся аж в 3 утра. Идеи хорошие, потому что, вот считайте, вы проехали с Казани до сюда, 200 километров, все деревни, это сколько народа, это же наглядная агитация. Очень радует это то, что с каждым годом встречающих становится все больше и больше. Если мы в первый год приезжали и еще местные жители не знали о данном веломарафоне, об эстафете этой, то уже в этом году практически в каждом селе выходили нас встречать не только взрослые, которые слушают Болгар Радиуса, смотрят канал ТНВ, но и дети, подрастающее поколение. Мы приветствуем вас в нашей древней волжской земле. Я все ваши каналы смотрю и новости, ну, все, конечно, не успеваю, но новости мы обязательно смотрим, а как же? Вы же там нас критикуете постоянно, вы все равно эту передачу будете показывать, так ведь, да, все смотрят. Это, во-первых, реклама для Болгара. Ну, тому, что вы сказали, конечно, очень много делается, вы видите, меняется за последние 7 лет, тем более огромные изменения. Конечно, это огромное спасибо Митимир Шариповичу, огромное спасибо Рустаму Нургалиевичу и высшему руководству России. Без них этого не было бы, серьезно. Поддержка местного населения для нас тоже имеет очень большое значение, потому что мы едем сюда, мы работаем ради них, ради наших радиослушателей, телезрителей. И нам было очень приятно, что они нас встречали очень тепло, сопровождали нас практически всю дорогу. Это действительно помогло открыться нам второму дыханию у нас. Особенно мне понравилось, что вот этот вот такой спортивный общий дух, который присутствовал в нашей команде, мы со всеми артистами и диджеями Болгар Радиуса ехали, друг друга поддерживали, и это было вообще незабываемо, конечно. Красивым завершением велоэстафеты по традиции стал праздничный концерт звезд татарской эстрады, который, естественно, был посвящен 15-летию ТНВ. Мы, конечно, сегодня не на велосипедах приехали, как все остальные. Мы приехали на автомобиле. Для чего? Для того, чтобы приехать пораньше и посмотреть на всю эту красоту. Только успехов и всего самого хорошего. И всем зрителям хочется сказать спасибо, которые нас всегда поддерживали, голосовали за нас на хит-парадах, которые показаны на канале ТНВ. С днем рождения! Ура!
Новый век — это новый свет над твоей землей прекрасной. Тимур Бекмурзин, Амир Залюшев и Хамид Шамсеев. 7 дней. Мы вернулись из отпуска, а значит, продолжаем по традиции рассказывать вам про удивительные семьи, которые живут в Татарстане. Их должны знать в лицо. Напомню, 15 мая на нашем телеканале стартовал проект в объективе ТНВ «Большая семья». Он также приурочен к 15-летию нашего телеканала. Приведу еще раз статистику. В республике проживает более 30 тысяч многодетных семей, 18 217 в городах и 12 905 на селе. На этой неделе в объективе ТНВ семья Шогиных, Марина и Сергей Шогины, воспитывают 9 детей. Наш корреспондент Сергей Темляков отправился в село Белярск, что в Алексеевском районе. Здесь не делят на своих и приемных. Здесь все родные. В семье Шогиных 9 детей. 7 Марина и Сергей взяли из детских домов. За телевизором собираются и внуки. Их пока 8. На кухне за чашкой чая Марина рассказывает нам, как родилась их большая семья. Это сейчас 2 родных сына, Денис и Дмитрий, вернулись в Белярск. А после армии один из сыновей там, где служил, встретил любовь, остался. Второй, вернувшись, уехал в город, работать в школу. Скучно стало, улыбаясь, говорит Марина. Здесь же возникла необходимость переехать мне с моей семьей. Мама отреагировала болезненно. Я просто предложил, говорю, возьмите детей, воспитывайте. Мужа дома не было. Я над этим вроде и не заостряла внимание, а потом приехала с командировки, поехали в чист полет машину покупать. Я говорю, давай заедем, детей в детский дом угостим. В детский дом приехали, там карантин. Нас послали в приют. Говорят, езжайте, дети, в приюте, дети пока есть, еще в лагерь не заехали. Как раз был день защиты детей, 1 июня. Вот, и мы поехали в приют. В приют приехали, вот Саша, у нас там мальчик выбежал, 3 года ему было. Сейчас Саше уже 15 лет. В школе он отличник, перешел в 9 класс. Увлекается шахматами. Я их увидел, и я за ними стал ходить, в общем, везде. Мамой и папой сразу называть, никуда от них не уходил. Шоколад они там купили, в общем, разные угощения. Вот мы сидели, кушали. И потом мама решила нас забрать. Она сходила к директору, мол, можно ли меня забрать. И узнали, что у меня еще есть брат. И вот потом они на следующий день уехали. И, в общем, я весь целый день следующий ждал их у окна. Так в семье появились Саша и его старший брат Денис. Кстати, Денис, закончив школу, взял фамилию и отчество приемного отца. Сейчас он служит по контракту. Глава семьи Сергей говорит, ситуация повторилась, когда уже старший приемный сын Денис собрался в армию. Марина сказала, Саше будет скучно. Поехали в Чистопольский детский дом. Так в семье появились Таня и Максим. В 2014 году я ездила на форум в Москву. И там была женщина-воспитатель, она была тоже с форума. Что-то разговаривались, она с Нурлаты, там за Казани детский дом. Она говорит, ну, тяжело деткам, ну и бедные, все тяжело детям, и все. Мы что-то сидели, я говорю, нужно съездить, посмотреть, что-нибудь отвезем туда. После детей полно вещей остается, и вот у детей, дети же тоже у них. Ну, поехали, приехали туда. И вот 2 мальчика выскочили. С этого времени в семье начал звучать звонкий смех Ильи и Никиты. Данилу взяли последним, из Мензелинска. Хотя, отмечает Марина, соцработники отговаривали. Чтобы больше быть дома и ухаживать за 3 коррекционными детьми, глава семьи Сергей поменял работу. 5 часов я выезжаю, я одно село выезжаю, Белярск. Каждый день Сергей собирает около тонны молока и отвозит на приемный пункт. На вопрос, хватает ли средств прокормить семью, отвечает, не жалуемся. Кормят и приусадебный участок. Здесь и огурцы, и картошка, и капуста. Скоро помидорки будут. Семья держит и птицу, куры, индюки, гуси, порядка 100 голов. Сергей отмечает, стараемся дать детям все, окружить любовью, ведь у каждого ребенка непростая судьба. Потому что они из таких семей, там и воровали, и дрались. Мы взяли Никита, у него на голове 2 или 3 шрама. Мать и утюгами, говорит, зажгла его, и резала ножами. Чтобы этого не видели. Ни пьянки, ни ссор,
Ничего такого. Вот самое главное, наверное, это. Чтобы они видели самое хорошее и приятное. Единственное, о чем сегодня мечтает большая семья, это о микроавтобусе. Ведь даже поехать всем вместе в поликлинику или на пикник проблематично. Кто-то едет с отцом в машине, а кто-то вынужден добираться на попутных машинах с мамой и братьями. Для тех, кто хочет помочь, телефон семьи у нас в редакции. В понедельник, 7 августа, у Марины и Сергея дата. 36 лет, как они вместе. Познакомились они здесь, в Белярске. Сергей приехал к другу из соседнего села и увидел Марину на последнем звонке в школе. Через несколько месяцев сыграли свадьбу. Расспрашиваем, в чем секрет семейного счастья. Понимание, где-то друг другу уступить, где-то что-то. И я не знаю, наверное, нам дети хорошие попадаются. В эту субботу семью Шогиных мы пригласили в путешествие в рамках проекта в объективе ТНВ «Большая семья». Для них мы подготовили специальную программу. Полюбоваться на Казань сверху они смогли на колесе обозрения, узнать об истории на прогулке в Кремле с гидом. В программе также было посещение аквапарка и обед в кафе «Бабушкина сковородка». Сергей Темляков, Роман Безменов. 7 дней. На этом у нас все. Бірге болсақ, біз барысында болдырабыз. Вместе мы можем все. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на ближайшие 7 дней. В студии Лейла Латыпова. На северо-востоке в понедельник без осадков, ночью плюс 15, днем 25 градусов. Во вторник и в среду ожидаются дожди. Температуры начнут понижаться. И в четверг днем всего плюс 19. В пятницу без осадков 20 градусов. В субботу будет солнечно, плюс 21. А вот в воскресенье синоптики обещают дождь. На юго-востоке в понедельник и во вторник будет тепло, около 25 градусов. В среду и в четверг ожидаются осадки, температура понизится до 19 градусов. В пятницу и в субботу без осадков, а в воскресенье снова дожди и 22 градуса тепла. В центральных районах республики в понедельник переменная облачность, дневные температуры плюс 26. Во вторник и в среду дожди плюс 22. В четверг без осадков и плюс 21. В пятницу и в субботу будет солнечно, 22 градуса. В воскресенье пройдут дожди, столбики термометров покажут также 22 градуса. На юго-западе республики в понедельник переменная облачность, будет очень тепло, 27 градусов. Во вторник дожди, температура немного понизится и к среде всего 23 градуса. В четверг и в пятницу переменная облачность, выходные без осадков и около 22 градусов тепла. На северо-западе и в Казани в понедельник плюс 25, без осадков. Во вторник и в среду дожди, 22 градуса. В четверг без осадков и плюс 21. Выходные обещают быть солнечными и теплыми. Температура воздуха 21 градус. Более подробный прогноз погоды смотрите каждый будний день на канале ТНВ. До свидания.